Мы уже так запыхались. Здесь по этим дюнам, по всем этим горам. Но очень классно это. Здесь еще минус такой. Погода. Участок жарко. Участок ветер. Невозможно вот в курточке. А участок Холокост. Да, Холокост. Память о 7000 жертв Холокоста, убитых нацистами 31 января 1945 года. Вот. Нет, это просто вот оно окружено и все туями. Я хочу вот так вот сделать, чтобы... Вот детки бедные. Господи. Бабульки, взрослые. Кошмар. Вот тут хорошо видно. О, Господи. Как страшно. Мы счастливы, что живем в мирное время. И что никого, никакую нацию в данный момент времени не пытаются истребить. Здесь отсюда с памятника очень хорошо виды открываются. Вот озеро и море. Хорошо видно сверху. Видишь, вот отсюда видно все. Так, мы выдвигаемся в обратную сторону. И сейчас уже нет такого ветра. Время 13, ну без 5 час, 13 часов. И уже так разыгралось солнце. Да ты моя золотая чапа, это такая маленькая. Ее носить на ручках, это вот не Демида надо, а ее. Ну с этим Демидом это вообще что-то. Представляете, он привык, как ездовая собака, ездить на Вове. Он просто берет, ложится на живот в какой-то прекрасный момент. Несите меня. Несите меня и все. Вот что с ним сделаешь? Отдадим на перевоспитание дней на 10. Там его приучат. Там его научат свободу любить. И ходить своими ногами. Смотри, как красиво. Вообще, когда ветер в спину, так красиво. Сейчас идешь, ветер в спину, такая классная погода сразу. Солнце, куртки сняли, идем такие, кайфуем. Туда шли, сквозь ветер такие в лицо прорываемся. Камеру задувает. Обратно идешь, рай. Рай, рай, рай. Вот не знаю, даже, наверное, тот поход, который мы снимали сюда, наверное, даже в видео не стоит включать или делать музыку, блин. Ну, чего-то придумаем. Да намонтируем просто хорошо. Красиво сделать надо. Мы все время тяп-ляп, как-то видео у нас тяп-ляп. Пишите свою критику, чтобы мы взбодрились. Что вам не нравится в наших видео? Ну, я уже понимаю, что там с камерой иногда, да, мы трясем, но или очень быстро поворачиваем. Да. Ну, скажем так, нам опыта не хватает. Кто-то ежедневно, кто снимает, у них уже рука набита, они правильно. А у меня рука набита только карты снимать. Видео для гаданий. Вот уж там рука у меня набита на 100%. Там я знаю ракурсы. Все. А здесь, ну, сложно, когда ты путешествие снимаешь или там окружающую действительность. Потому что всегда невозможно угадать, в камере же не видно. В телефоне, когда снимаю, вообще все отлично получается. Я же вижу, что я снимаю. А в камере никогда не вижу. У нее нет окошечка. Да, у нас такая это же экшн-камера. Экшен, да, экшн-камера. Утеньки. А людей-то как много туристов. Скрипит. Я думала, потертое седло. Видно, как лебеди запрятались в камыши. Может, на камеру и не видно? Да не, видно, там их слышно даже, не то, что видно. Мне кажется, видно будет. Ну, посмотрим потом. Гнездо сидит. Да, там он сидит, одна, да. А он
Что-то ищет веточки там. ломает. Угу. Прикольно. На работе. Мы уже выходим на променад. Сейчас будем подниматься чуть-чуть в горочку. Тут ее хорошо видно. Да, собачки. Все с собачками, с маленькими собачками. Ну и большие мы видели собачки. Море, собачки, люди, машины. Все есть. Все смешалось. Все смешалось. Люди, кони. Дом на горе опять. А вон там море так светится прям серебром. Смотри, или золотом, как сказать. Блестит очень сильно, красиво. Небо, солнце, пляж, море. Я уже это повторяю раз 50. Но я не могу остановиться, ребята. Потому что очень круто. Да, Очень. хороший день. Вот мы были в Витланде. Тоже вроде бы тепло было, но облака. Собачка бегает. Вот сегодня Играет. такой ясный день. Вау. На удивление. Вау. Смотри, какой вид. Угу. Маленькая собачка. Во, как смотри, как светится все. Да. Так сверкает море. Не знаю, Солнце. камера сможет ли передать? Сможет. Сможет. Вообще, когда солнечная погода, наша камера снимает чудеса просто. У нее качество прям отличное съемок. А вот только становится темно, она все замыливает. Так, тут у нас уже медитация пошла. Да я шучу. Я так и знаю, что фотосессия. Улыбаются от счастья. Многие люди очень улыбаются здесь. Погода наладилась. Да, и я когда вижу людей, которые идут от счастья, улыбаются, я понимаю, что это счастливый край, что мы живем в очень хорошей области России, и что мы в очень хорошем месте живем. Потому что, ну, есть реально регионы, особенно из которого я умчала, просто унесла ноги, прожив там 30 лет, где у всех просто поголовно кислые лица, несчастные. А здесь идешь, и у всех счастливые лица. И это значит, что мы выбрали хорошее место для жизни. Ты знаешь, вот это очень заметно, допустим, когда приезжаешь из страны или Карел, там, где очень много солнца. Да. Ну, допустим, вот у меня было, я когда первый раз из Гоа прилетел в Одессу, Угу. вот что первое бросилось в глаза? Кислые лица. Не поняла, что в Одессе солнца маловато? Апрель месяц. А, то, что зима еще не кончилась там, да? Зима еще нормально не закончилась. И все устали от нее. Устали, да. Поняла. В сезон получше ситуация. Ну да, конечно, у вас сезон полностью пляжи, Черное море. Там все, наверное, счастливые ходят. Ну, намного лучше ситуация. Ну, а теперь представь на Урале, где 9 месяцев зима, остальное лето. Да. Просто у кого какое настроение, знаешь, у всех плохое. И я сейчас мамочку свою уговариваю. Мам, прилети к нам, пожалуйста, чтобы у тебя, там, не знаю, было очень хорошее настроение. Потому что твои хотя бы живут у моря, а моя мама его не видела. Много-много, там, не знаю, 30 лет. Я говорю, мама, прилети к нам. Но это же 4 часа на самолете, мне так страшно. Ну, решись давай, быстро. Мама, привет тебе. Решайся. Да, Ничего не знаю. Отель Чайковский ждет. Отель Чайковский ждет тебя. Хотя бы на сутки. Потом еще что-нибудь тебя ждет, приключения разные. Вот такие вот, как мы сейчас идем. И вот это вот невероятное море с невероятным пляжем. Мам, посмотри на это и приезжай. Да не, пошли уже нормально.
Это из сказки. Да, из сказки тут все у нас. Русалочка. Сидим на лавочке. Сгоревший Вова с носом. Я свое лицо даже показывать не буду. Вот тут вот лес такой. Деревья, как на Курской косе, чуть-чуть кривые. Вот. И вот так вот все выглядит. Эти цветы, это природа. Я не знаю. Мы все повытряхивали, да. Вот тут люди вон трясли ботинки свои. Я тоже сейчас трясла и носки, и ботинки, и пальчики свои все, потому что все было в песке. Вот. Мы уставшие, но счастливые пока. Пока не поели. Сейчас что-нибудь съедим, не то. Я шучу. Может, там нормально подадут. Мне самое интересное, когда мы шли через этот парк, что-то столько не было в прошлом году. Вот так-то перекопано было. Как думаете, вот больше? Красиво. Там даже 3 места Площадка сделали, чтобы, да, сидеть вот Нет, там здесь, больше на море туда. смотреть. Там Даже еще больше, да? больше, да. Угу. Ну тут, конечно, виды-то. Хочешь, зайдем, поснимаем виды? Давай. Пошли. Ты вот эту горку тоже снимай, потому что тут же тоже красиво. Так, мы сейчас выдвигаемся на остановку автобуса. Сейчас ветер, конечно, вам, наверное. Ну да, класс вообще. Выглядит отлично, конечно. Блин, ветер. Чуть-чуть загоражу. Мы выдвигаемся в обратную сторону. Идем на остановку. Тут вот тоже очень неплохой отель. Скорее всего. Гостевой дом, да. Здорово. Вот. Ну и где этот памятник? Вот, наверное, остановка, да? Вот это? Это остановка? Да. Сейчас узнаем все. Это ресторан, видимо, янтарная легенда называется. Какой ветер. Вот так. Ой, собачка. Да, все янтарем, главное, украшено. Так интересно. А он скоро откроется только, по-моему. Вот. Где же эта остановка? Где ее искать? Ну, пошли искать. Тоже мы нашли остановку. Янтарная. И дальше не могу слова прочитать. Лагуна. Тут туристический автобус и экскурсия. Значит, тут или гостевой дом, или что? Это... Что написано? Мы открыты для вас. Производство, продажа, экскурсии. Янтаря. Янтарь, это, наверное. завод. Нет, это не янтарный завод. Янтарный завод называется янтарный завод. Вот люди сидят. Тоже едут, да, обратно? Да. Ну тогда ждем. Мы едем обратно. Там замок. Да, гнезда там. Люди заходят. Да, здесь очень много этих цветов. Да. Ну, мы уже приехали почти в Калининград.